В 2021 году в Башкортостане откроют татарскую полилингвистическую школу. В учебном заведении будут углубленно изучать родные и иностранные языки. А вот кормить школьников в скором времени будут по единому меню, сообщил Ради Хабиров на форуме региональных операторов питания. Сегодня руководитель региона с рабочей поездкой побывал в Нефтекамске и выслушал, какие еще проблемы волнуют горожан. В разгар рабочего дня во дворе типовых двухэтажек многолюдно. Собравшиеся жители, работники Амзинского лесокомбината, которые находятся в неоплачиваемом бессрочном отпуске. Предбанкротное предприятие задолжало им в общей сложности 22 миллиона рублей. Ради Хабиров потребовал от руководства холдинга «Башлеспром» рассчитаться с людьми не позднее конца августа и найти возможность восстановить работу комбината, привлекая к этому инвесторов. 20 миллионов с копейками там какими-то. Вот эту сумму 20 миллионов мы закрываем тогда до конца августа. Потерпим 1,5 месяца тогда, ладно, осталось. Я вам это обещаю, я сам буду тоже это трясти. Также люди рассказали о проблеме некачественно построенных домов по программе расселения из ветхого и аварийного жилья. Таких двухэтажек из сэндвич-панелей в населенном пункте построили 8. Лишь 7 семей туда согласились заселиться. 2 года назад в эти дома, которые судом признаны непригодными для социального жилья, все-таки заселились 7 семей. Естественно, они не очень довольны своими новыми квартирами. Угловые стены зимой очень сильно продувает, а от шума с улицы не спрятаться, не скрыться. Ради Хабиров сообщил, что перестраивать дома заново – это оставлять людей в режиме ожидания еще как минимум 3 года. Поэтому он поручил межведомственной спецкомиссии провести экспертизу двухэтажек, чтобы в дальнейшем исправить недочеты. Создадим. Я прошу сам министра нашего строительства. Хотите, он прям завтра приедет, пройдет. Сделайте дефектовку, мы это давай сделаем. Тут крыша, я вижу, не течет, нормально и так далее. Может быть, все-таки так? Давайте поменяем где-то даже, я не знаю, возможно, там межкомнатные, если какие-то. Ну, давай там какую-то часть реконструкции сделаем. Руководитель республики осмотрел старое здание татарской школы-интерната, которое должны восстановить к 2021 году за счет соцпрограммы компании «Башнефть». Здесь будут практиковать углубленное изучение родных и иностранных языков. А вот кормить школьников в скором времени будут по единому меню, сообщил Ради Хабиров на форуме региональных операторов питания. Сейчас в правительстве рассматривается вопрос о том, чтобы бесплатно кормить детей с 1 по 4 классы. При этом будет создана система госконтроля за качеством, которая, как заявил руководитель региона, не должна негативно отразиться на бизнесе. Я наш госкомитет попрошу, чтобы вот интерфейс контроля, вот то, о чем я говорю, был дружелюбным. Ну, где-то подсказали, что вот не туда идете, там, или вот здесь поправьте. Он дружелюбный должен быть. На самом деле, он же цель, и у них одна, он же, не звери какие-то здесь сидят. То есть люди, которые искренне понимают важность этой задачи, с любовью относятся, многие из них, к своей работе. Поэтому они понимают, что к этому надо ответственно, но контроль нужен. Нефтекамск – город машиностроителей. На Нефазе Ради Хабиров осмотрел производственные площадки. Здесь идет сборка низкопольных автобусов, троллейбусов и электробусов для московского транспорта. Завод выполняет заказы и региональных автопредприятий. Так, ранее Башавтотранс получил 20 автобусов для междугородних перевозок. В данный момент мы обеспечены заказами обеспечены заказом на весь 2019 год с учетом месяца возможностей. Возможности своей технологии мы сейчас расширяем, создаем вторую площадку сборочно-сварочного цеха, которая позволит нам выйти на темповую сборку и сварку автобусов. Осмотрев подъезды пятиэтажки по улице Социалистической, Ради Хабиров раскритиковал подрядную организацию за некачественный ремонт. Штукатурка сыпется, плохо прокрашены стены, везде торчит оголенная проводка. Не удовлетворило и благоустройство дворов. Исправить ситуацию Ради Хабиров поручил мэру города, как и следить за восстановлением озера Светлого по программе «Городская среда». В новом статусе территории опережающего социально-экономического развития Нефтекамск должен не только привлекать инвесторов, но и быть комфортным для горожан. Максим Окунев, Роберт Давлетбердин, Родион Матвеев. Новости. Нефтекамск.